Гуманитарную помощь в зону СВО бойцам из Коми доставляют адресно. Посылки приходят непосредственно в подразделение, где ребята несут службу. Среди отправленного то, что просят сами бойцы. Кто-то находится на третьей линии, у них одни потребности, у первой линии совершенно другие. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба во время встречи с родственниками бойцов. К разговору подключилась вся республика в режиме видеоконференц-связи. Какие проблемы волнуют родственников и как решаются все насущные вопросы? Об этом в репортаже Татьяны Супряткиной. В зале жены, матери, родственники бойцов. С момента прошлой встречи главы с семьями мобилизованных и добровольцев прошло 3 месяца. За это время большинство вопросов, которые волновали родных, удалось решить. А все, что еще возникает, решается в оперативном порядке под личным контролем губернатора. Почти год уже продолжается специальная военная операция. И сегодня наша страна, по сути, противостоит не просто коллективному Западу и войскам НАТО, а по сути мы противостоим вселенскому злу. И зло это стремится подчинить весь мир своему порядку, своему бесчеловечному порядку. И, конечно, сохранить и отстоять суверенитет нашей Родины, нас с вами, наших детей, конечно, можно в этой ситуации только с оружием в руках. Наши близкие защищают нашу страну и ее свободу. И в этом смысле я все время повторяю, что наши ребята настоящие герои. И в этой ситуации победа будет за нами, и другого варианта не будет. Республика активно поддерживает своих бойцов. Гуманитарная помощь идет со всех районов Коми. Никто не остается в стороне. Сейчас посылки доставляются адресно именно в те подразделения, где несут службу наши ребята из Коми. Глава лично ездил в зону боевых действий, общался с парнями. На основании их просьб формируются посылки, кому что необходимо. Много вопросов от родных по выплате зарплат. Суммы разнятся по месяцам, но это уже в компетенции Министерства обороны России. Республика все свои выплаты и социальные обязательства выполняет своевременно и в полном объеме. И вне зависимости от того, это мобилизованный, контрактник, либо доброволец. С ноября прошлого года региональные выплаты для всех категорий уравняли. То, что касается денежного удовольствия тех, кто был призван по мобилизации, и денежного удовольствия военнослужащих, добровольцев, так определил законодатель. Если ваш супруг непосредственно будет принимать участие в боевых действиях, непосредственном соприкосновении с противником, он будет получать соответствующий день. Если этого не было, они были в районе переформирования или в районе отдыха, или еще чего-то, соответственно, денежное удовольствие меньше. Мобилизованным из Коми были перечислены единовременные региональные выплаты в 100 тысяч рублей. Затем их увеличили до 150. При получении тяжелой травмы выплата составит 500 тысяч рублей. За счет республиканского бюджета куплено дополнительное обмундирование и снаряжение. Еще все категории участников СВО по возвращении на территорию республики получают 100 тысяч рублей. По указу президента все участники СВО могут претендовать на статус ветерана боевых действий. Один из участников спецоперации обратился за получением такого звания, но ему отказали. Не отказывают, там просто было написано, что этот вопрос не урегулирован законодательно. Понимаете, приравнены, да, добровольцев, которые принимали участие, их приравняли по военнослужащим, проходящим военную службу, где-то получается месяц-полтора тому назад. Вот законодательно все это будет, и все удостоверения вы получите. Здесь просто сейчас механизм отработается, и все будет нормально. С ноября 2022 года при Минсоцтруда региона действует координационный центр, где решаются все вопросы по лекарственному обеспечению, реабилитации участников спецоперации. У центра отдельный телефон. Обращаться можно ежедневно по будням с 9 до 18 часов. Но, как оказалось, многие до сих пор не знают о таком центре. Диктую для всех номер 8 912 141 42 00. Еще раз. 8 912 141 42 00.
Решается вопрос о дальнейшей реабилитации бойцов, которые будут возвращаться с фронта. Сюда входит блок вопросов по реабилитации, куда тоже все входит. И медицинская, и психологическая, и социальная реабилитация. Потому что кто-то уже не может выполнять ту работу, которую он выполнял ранее до СВО. Соответственно, это и своевременно понять, чем человек хочет заниматься, предоставить бесплатное, естественно, обучение и подбор рабочего места. Вот это сейчас нарастающим идет комом, и ясно, что это будет по мере приближения к победе и по возвращению ребят, это будет очень большой объем работы. Поэтому начинаем это тоже отрабатывать. Медицинская помощь родственникам бойцов тоже в приоритете. И если возникают проблемы, необходимо обращаться также на горячую линию Минсоцтруда либо Минздрава региона. Дети участников СВО тоже под отдельным контролем. Этим летом они смогут отдохнуть и укрепить здоровье в детских лагерях республики на Черноморском побережье. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган. Напомним, в Коми приняты дополнительные меры по поддержке военнослужащих. Их освободили от уплаты транспортного налога за 2021-2022 год на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Дети мобилизованы с 1 по 11 класс. Обеспечены бесплатным питанием в школах. Родители детей дошкольников освобождены от платы за детский сад. С 1 января 2023 года увеличена субсидия льготникам, в том числе и семьям участников СВО. На социальную газификацию с 75 тысяч до 100 тысяч рублей.